Как мне близок и понятен этот мир, зеленый, синий, мир живых прозрачных пятен и упругих, гибких линий. Мир стряхнул покров тумана, четкий воздух свеж и чист. На больших стволах каштанов ярко вспыхнул бледный лист. Небо целый день моргает, прыснет дождик, брызнет луч, развивает и свивает свой покров из сизых туч. И сквозь дымчатые щели потускневшего окна бледно пишет акварели эта бледная весна. Эти строчки принадлежат русскому поэту и художнику Максимилиану Волошину, и написаны они в 1902 году. Так он описал свои впечатления от картины, написанной в жанре акварели. Акварель. Казалось бы, очень простая техника. Лист бумаги, краска, вода и кисточка. Но в действительности это тончайший инструмент выражения внутренних чувств художника, наблюдающего окружающий мир. Сложность и изысканность акварели заключается в тончайшей живописной пластике отражения цветовых нюансов. В этом ансамбле важнейшую роль играет бумага. Она подобна камертону, задающему чистоту звука. И пронести на протяжении всей работы эту легкость, едва прикасаясь кисточкой к белоснежной бумаге и стараясь не засушить ее, эта задача очень сложная и технически, и психологически. Она требует огромного труда и колоссального опыта художника. Акварель прекрасно передает ясность небесной лазури, серебро облаков, игру водяных струй, нежность цветочных лепестков. Она вырабатывает зоркость глаза, уверенность и смелость руки, тонкое ощущение прекрасного. И результат этого стоит. В Башкирской республиканской специальной библиотеке для слепых открылась первая персональная выставка самодеятельного художника Юрия Бердышева. Юрий Николаевич Бердышев родился в 1952 году в Уфе. Учился в школе, служил в армии. Все как у всех. Вот только любовь к рисованию отличала его от многих сверстников мальчишек. Если в школе нужно было оформить стенгазету, то без Юры Бердышева не обходились. Желание постичь искусство рисования было так велико, что юноша поступил на вечернее отделение Уфимской художественной школы номер 1. Умение рисовать пригодилось ему и в армии. Оформлял стенды и плакаты в красном уголке. В свободную минуту на службе умудрялся еще и книги читать. Случайно ему попалась на глаза книга о французском живописце Поле Гогене, импрессионисте. С тех пор Бердышев полюбил живопись импрессионистов. После армии он в 23 года окончил художественную школу, но в итоге не стал профессиональным художником. Жизнь заставила выбрать земную профессию и работу. Нужно было содержать семью, растить детей. А мечта о живописи осталась, и с годами все чаще появлялось желание взять в руки кисть и краски. В его душе пробуждается сначала робко, искра вдохновения, и возникают образы будущих картин. Это происходит внезапно, при виде пейзажа за окном, букета цветов на столе, рокота волн на море. Юрий Бердышев начал рисовать этюды в технике акварели. Почему именно акварели? Акварель – это водяные краски, но акварелью также называют и технику живописи, и отдельное произведение, выполненное акварельными красками. Основное качество акварели – прозрачность и мягкость красочного слоя. Прелесть акварелей Бердышева в мягкости, естественности переходов одного цвета в другой, разнообразии тончайших их оттенков. Работы кажутся легкими и полупрозрачными, и кисть художника по-разному касается поверхности каждого пейзажа или натюрморта. Впервые показать широкой публике свои детища Юрий Николаевич решился только в 2015 году,
находясь уже на заслуженном отдыхе. Его картина «Ледоход» 2011 года привлекла внимание членов выставкома, отбирающего работы для республиканской выставки. Мы предлагаем нашим читателям окунуться в прозрачный мир акварелей художника Юрия Бердышева.